Это наш коллега, известный музыкант, джазовый пианист. И это страшнейший беспредел, когда сейчас пытаются выдать его вообще за другого человека. То есть мы ездили с музыкантами в дом к его матери, его сестре, и все в один голос все подтверждают, что это Викрам, да. И в том состоянии, в котором он говорит, я даже второй раз не смогла это видео пересмотреть. Моя нервная система это не выдержала, потому что я лично знаю Викрама, и это просто человек еле говорит там. И то, что он говорит, что я безработный из Кыргызстана, я приехал за 90 тысяч, эквивалент $200, приехал подработать. Человек, который здесь успешно работал, который только что отработал все новогодние корпоративы каждый день, да, человек не бедствующий, который исполнительный директор джазового фестиваля на протяжении уже многих лет, который представляет страну, здравствуйте, который практически во всех концертах известных наших звезд с Кыргызстана, музыкантов, принимает участие и сидит на сцене, то есть человек настолько востребованный и популярный, у которого, в принципе, я знаю личное имущество, несколько машин, 2 машины, и вот квартира у него, и дача своя есть. То есть человек, не нуждающийся в этих $200, и, господи, во всем, что там было в этом видео, все перечеркивается тем, когда Викрам говорит о том, что он безработный из Кыргызстана и приехал подработать. Все остальное можно просто не слушать и выключать видео, потому что из человека просто до такой степени, видимо, его пытали, избивали, издевались над ним, что он сказал такие вещи. То есть, это страшно. И самое ужасное, что вы представляете, это может случиться с любым гражданином Кыргызстана, да? То есть никто не дает никаких гарантий. Юля, скажите, пожалуйста, а вот вы будете обращаться к коллегам из Казахстана, к деятелям культуры, чтобы они содействовали этому? Я думаю, что мы будем пытаться, безусловно, да. Возможно, даже сейчас ходит разговор о том, что и через Розу Рымбаеву попробовать связаться. Но, безусловно, понятно, что сейчас Казахстан находится в очень плачевном состоянии, особенно город Алма-Ата, где, по сути, все звезды в основном и проживают, и работают. И мне очень жаль, я искренне соболезную за все потери, господи, материальные, даже ничего, за все потери человеческие, жертвы, которые пришлось пережить Казахстану в эти страшнейшие дни, когда даже дети погибли. Я все понимаю, это ужасно, и никто никому не пожелает. Но так поступать тоже нельзя, пытаясь оправдать и найти каких-то виновных, просто вешая вину на совершенно безвинных людей. Так нельзя делать. Есть момент того, что вот сейчас, особенно когда кыргызская общественность и в социальных сетях, и гуманитарной помощью пытается поддержать казахский народ в эти страшные дни, и вот именно в этот момент происходит такое. Это, конечно, с одной стороны обидно, но с другой стороны, безусловно, мы все равно остаемся братскими народами, соседскими народами, у которых, в принципе, никогда не было никаких таких серьезных проблем для разногласий, слава богу. И то, что сейчас отдельные лица или какие-то недобросовестные сотрудники правоохранительных органов или спецслужб, которые поступают некорректно и просто прикрывая какие-то, я не знаю, свои ошибки, таким образом издеваясь над гражданами других стран. Возможно, Викрам просто попался один из самых известных. А кто знает, кто еще мог попасться, тех людей, которых, возможно, мы не знаем. Теперь мы только предполагаем это. Тут коллеги и друзья Викрама опасаются, что за тем, что его выдают за другого человека сейчас, могут последовать, чтобы он просто пропал без вести и сказать, что это был не он. Да. Что вы будете делать, чтобы его спасти? Когда я это услышала, да, реально, без слез вообще невозможно это смотреть и слушать, эти новости. Это вообще полнейший абсурд, потому что мы все узнаем Викрама на видео, мы все узнаем его голос, даже при том, как он тяжело говорит, явно ему там, может быть, выбили зубы или, я не знаю, какая-то травма даже, что затрудняет ему речь. И есть такая страшная вероятность. Я надеюсь, что до такого дела не дойдет.
ну, мы не собираемся останавливаться. И я хочу сказать, это не только сообществу музыкантов, моих коллег, я хочу сказать это всем кыргызстанцам, потому что тут стоит вопрос не просто какого-то музыканта из нашей страны, какого-то публичного человека, тут стоит вопрос гражданина нашей страны. И мы все ответственны за каждого гражданина нашей страны. И поэтому мы должны спасать каждого гражданина нашей страны, вне зависимости от национальности, от профессии, от рода деятельности. Спасибо.